вечная память погибших в этих боях и низкий поклон тем, кто увековечивает память павших в наши дни. Перезахоронение проходит со всеми положенными военными почестями. Здесь, у братской могилы, где уже захоронены порядка 200 воинов, свой покой обрели еще 20 героев-красноармейцев. Проводить солдат в последний путь пришли представители патриотических объединений, волонтеры, юнармейцы, жители города. На протяжении 20 дней поисковые отряды Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Самары, Астрахани и Ставропольского края не прекращали свою работу. Мы выезжали на южный склон Терского хребта, и в один день мы, так получилось, троих бойцов подняли. Ничего с ними не было, ни медальонов. Были кружка, ложка, бритва была опасная и котелок был. Нужно не забывать то, что было. Они сражались за нашу родину. Должны почитать и уважать это. Сражались они в 1943 году. Здесь, на Терском хребте, прошли ожесточенные бои за Малгобек. После 4 месяцев оборонительная операция закончилась поражением гитлеровских войск. В истории Великой Отечественной войны это событие отмечено как одно из важных. Сегодня подводят итоги 21-й совместной поисковой экспедиции Ингушетии и Чеченской Республики. Сегодня мы завершаем 4-й этап очередной своей вахты памяти. И 25 нами поднято с осени по сегодняшний день останки бойцов. К сожалению, все неизвестные, установить личность не удалось, однако есть у нас 26-й, при котором был обнаружен солдатский медальон. Обнаружили их поисковики из Самары. Ребята не в первый раз в Ингушетии, но совсем не ожидали, что эта экспедиция обернется таким образом. Проделанной работой можно гордиться. Каждый из участников считает своим долгом и обязанностью поиск павших солдат. Мы работали на высоте 549,0 на южном склоне Терского хребта. За 5 дней работы были обнаружены останки 5 бойцов. Нам повезло, поисковая удача улыбнулась нам, и у одного бойца был найден смертный медальон. Работу эту нужно провести осторожно, поэтому медальон этот отправят в главную лабораторию для дальнейшего изучения. Его просто открывать и разворачивать нельзя. Надо, чтобы это сделали специальные эксперты, потому что любое неловкое движение может испортить этот медальон, ту записку, которая там находится. Поэтому с этим медальоном нужно проводить отдельную работу. И мы надеемся, что нам удастся прочитать его и установить личность бойца, которого мы нашли в городе Малгобек. Важно сегодняшнее мероприятие и для Аиши Ахриевой, девочка-внучка первого летчика Северного Кавказа Рашидбека Ахриева. Он участвовал в самых важных военных операциях, покорял небо, бомбил вражеские эшелоны. Свой последний вылет он совершил в январе 1942 года. Когда звено из 3 самолетов, в том числе и один из которых пилотировал Рашидбек Ахриев, встретил огонь из вражеских орудий. Один самолет уцелел, но 2 других корабля, в том числе которым управлял Рашидбек Ахриев, упали. В 1944 году останки героических погибших летчиков были найдены. Я очень горжусь тем, что Рашидбек Ахриев был моим дедушкой. Я хочу тоже оставить свой след на этой планете. Усилиями поисковых отрядов только на Терском хребте было найдено порядка 200 останков бойцов Красной армии. Многие из них захоронены здесь, в братской могиле. А совсем недавно указом Махмуда Али Калиматова в Ингушетии определен День благоустройства территории массовых захоронений. Он будет проводиться ежегодно в первую субботу мая. В этот день в регионе будут организованы коллективные мероприятия. Я вообще благодарен всем региональным отделениям, которые действуют на территории Кавказа. Это достойнейшие люди, которые проводят очень большую, огромную работу. Здесь нельзя не отметить руководство республик, всех, в том числе Республики Ингушетия, руководство всех поселений, всех городов, на территории которых мы работаем. Нигде нет равнодушных людей. Всегда, когда мы приезжаем, люди спрашивают, чем мы можем помочь, как мы можем посодействовать. В любое время дня и ночи можно обращаться, всегда помогут, всегда выйдут на связь, предоставят все необходимое и всегда нам помогают. Спасибо огромное вашему руководству за такое отношение к павшим бойцам.
Сегодня они продолжают находить, устанавливать личности и с почестями предавать земле останки героев. Участники вахты памяти «Терский рубеж» проводят колоссальную по объему ценную работу по сохранению памяти подвига участников Великой Отечественной войны. Здесь, на высоком холме, где и захоронены бойцы, возвышается памятник неизвестному солдату, как символ тех, чьи души еще не нашли покой. Президент России в одном из своих выступлений отметил, что поисковое движение стало ярким, уникальным явлением в общественной жизни страны. Своей благородной миссией сплотила десятки тысяч неравнодушных людей, тех, кто искренне любит Родину, чувствует личную ответственность за сохранение памяти. И именно эти люди сегодня позволили обрести покой 20 солдатам Красной Армии. Хава Гагиева, Муслим Арчаков, Магаз 24.